Его пишут в 46 странах мира. Его текст переведен на 6 иностранных языков. На его вопросы отвечают даже в небе во время полета. Речь идет о диктанте Победы. Сегодня все желающие смогли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. В Чувашии диктант написали более 15 тысяч человек. Тему продолжит Анна Центовская. У диктанта Победы нет возраста. Свои знания проверяют дети, студенты, взрослые, люди серебряного возраста. Пришел на акцию и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Беляев. На фронт он ушел всего в 17 лет. Был танкистом, старшим радистом, а позже командиром радиоотделения. Евгений Григорьевич уверен, подрастающее поколение должно знать историю своей страны. Этот диктант поднимает значимость самой победы, которая была принесена нашему народу. Эта победа стоила больших потерь. Только чувашский народ потерял 63 тысячи человек. Диктант Победы дает возможность не только проверить свои знания, но главное – еще раз вспомнить о событиях прошлого. За 45 минут участники диктанта должны были ответить на 25 вопросов, 5 из которых по региональной истории. Я считаю, что это очень важно для нашего народа, помнить о наших предках, о том, что они сделали, какие герои были в нашей стране. У нас очень много ребят пошло писать диктант на разные площадки, не только в ЧГУ. По-моему, даже 90% первого курса нашего факультета точно ушли писать. Назвать военачальника по отрывку из биографии, по фото понять, в каком городе стоит памятник, и по небольшому описанию определить события войны. Многие постоянные участники отметили, в этом году диктант немного сложнее. Но от этого и больше интереса восполнить пробелы в своих знаниях. Очень интересные вопросы были. Многого, конечно, не знаю я, но все равно было очень интересно. Я думаю, я больше половины точно ответил. До этого участвовал второй раз в этом году, мне кажется, он чуть посложнее. После обработки результатов победителей диктанта Победы наградят дипломами, а часть из них получит приглашение на парад 9 мая в Москве на Красной площади. Абитуриенты, которые проявили себя лучше всего, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз. Анна Центовская, Павел Редков, Республика.